Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина и о главном к этому часу. Татарстан приходит в себя после сильного снегопада. Его принес активный южный циклон, под влиянием которого сейчас находится все Поволжье. Минувшей ночью из-за непогоды для автобусов и грузовиков были перекрыты участки федеральных трасс в республике. При въезде и выезде из Казани образовались километровые пробки. Сегодня МЧС России вновь разослала штормовое предупреждение. Ожидается мокрый снег, гололед, туман и сильный ветер. Какие еще сюрпризы для нас готовит ноябрь, выясняла Сирина Васильева. Теперь тронуться не могу, гололед. Не чищено ничего. Руслан Сабиров – водитель большегруза с 5-летним стажем. Везет товар из Ростова в Набережные Челны. На трассе М7 остановился у придорожного кафе на завтрак и оказался в ледяном плену. Трасса вот с Ростова до Казани была замечательно чищена. Но сейчас все замечательно. Да, единственное, вот такие же места. Кафе нигде не чищено. Долгожданный снег принес с собой и первые проблемы. Из-за сильного снегопада этой ночью на федеральных трассах в Татарстане временно ограничили движение автобусов и грузовиков. Спустя 8,5 часов движение открыли. С Волжска в Уфу еду, тут загрузился бумагой. Сложно ночью было ехать, снегопад был очень большой, гололед, аварий много на дороге. Ну а так, все победим, все проедем. Ночью было не проехать по трассе, но к утру уже все было чисто. Здесь главное – соблюдать безопасный скоростной режим. Мощный снегопад обрушился и на Мамадыш. К утру снежный покров был почти 10 сантиметров. Снегопад, конечно, это хорошо, светло стало на улице, хорошо, конечно, но трудности, как видите, на наших дорогах, что тут происходит, особенно на маленьких улицах, где мало ездят машины. Очень тяжело ни развернуться, ни вот даже до дома доехать не смогла. Очищать город от снега коммунальщики начали в 2 ночи. Днем к ним присоединились жители. К зиме Алексей Вахрушев подготовился заранее. Смастерил снегоуборочный мини-трактор. Многофункционально он. Можно, допустим, прямо, можно в эту сторону, влево, вправо, то есть он сам поворачивается. Эти кадры сняты сегодня утром в Набережных Челнах. В снежную ловушку попал и общественный транспорт. В городе было затруднено движение. Чистить надо, зима не приходит неожиданно. Отчитались, что очень все подготовлены средствами, машинами. Пусть чистит вовремя. Снежный циклон накрыл и Елабугу, и Бугульму, и Нижнекамск. Весь день дорожные службы ликвидировали последствия снегопада. Обильный снегопад накануне парализовал всю Казань. Средняя скорость на дорогах снизилась до 30 км в час. Коммунальные службы сегодня с раннего утра расчищают столичные дороги. Задействованы 225 единиц спецтехники и около 500 рабочих. Давно уже ждем, когда снег выпадет. Работа ведь все-таки начинает сам сезон. Техника у нас всегда готова. Первый снег, первый вызов, говорят и жители столицы. Шансы подскользнуться и упасть удвоились. Опасно, потому что -1. А говорят, еще потепление будет, так что будет гололед, говорят, будет дождь, ну не знаю, как будет, надо быть осторожным, конечно. Вчера я мусор относил, а там плитка взял и упал. Сейчас уборку города осложняют машины, припаркованные вдоль проезжей части. ГИБДД просят ставить авто на парковке, а также не выезжать на перекрестке, если там образовался затор. Халатное и пренебрежительное отношение автовладельцев к погодным условиям, а также оставление транспортсредств на проезжей части может привести к печальному исходу. Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, обязаны в пределах города обеспечивать стоянку транспортных средств на специализированных парковках. МЧС вновь предупреждает об ухудшении погоды. Гидрометцентр дает штормовое предупреждение. Предстоящей ночью и завтра днем в республике ожидается очень сильный мокрый снег. Ветер порывами до 18 метров в секунду, туман и гололед. Все эти явления синоптики объясняют активным южным циклоном. У нас в ближайшие недели будет проходить под знаком влияния именно этого барического образования. В этот месяц уже норму перебрал, то есть на настоящий момент выпало уже 56 миллиметров осадков, в то время как норма около 45 миллиметров, и осадки также будут продолжаться и на этой неделе. Снегопад прогнозируют до конца ноября. Снега будет столько, что последний месяц осени станет аномальным по количеству осадков. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Готовность дорог республики к зиме сегодня обсудили в Доме правительства. В этом году за состояние федеральных и региональных трасс будут отвечать 11 подрядных организаций. Дорожная сеть республики с каждым годом становится все больше. Почему на новом участке М12 уже заработали аварийные комиссары? За кем будут следить через монитор города? И почему техники много, а работать некому? Рамиль Галиуллин обо всем подробнее. Несмотря на минусовую температуру, у дорожников наступает жаркая пора. Как отметили в Минтрансе, республика к зиме готова. В этом году на уборку дорог выйдут 1148 единиц техники. Заготовлено 550 тысяч тонн противогололедных материалов. При необходимости расчищать снежные завалы выйдет еще 1000 машин. Дороги республики будут обслуживать 11 организаций. Специалисты перешли на круглосуточный режим месяц назад. Прошлой зимой неубранный снег и погодные условия не раз становились причиной ДТП. В Казани из-за ледяной колеи иномарка вылетела с трассы и буквально повисла на сугробе. В Зеленодольском районе в результате почти нулевой видимости на трассе М7 произошла трагедия. Автомобиль наехал на женщину. Она скончалась на месте. В этом году на трассах погибли больше 200 человек. Чтобы снизить печальную статистику, к зиме обезопасили аварийные участки. Такие участки выявляются. Их там, где нужно делать барьерное ограждение, планируем. Там, где нужно дать освещение на подходах к населенным пунктам. Особо важная история. Порядка 300 миллионов рублей на это направляется ежегодно. Около 70 километров таких участков освещаем. В 2023 году по заказу нашего учреждения отремонтировано около 60 километров федеральных автодорог в Татарстане. Работы по устройству слоев износа завершены на 4 участках общей протяженностью 45 километров. Капитально отремонтировали 3 участка общей протяженностью 18,7 километров. В этом году площадь уборки увеличилась за счет новых дорог. В Казани на 570 тысяч квадратных метров. В республике открыли 7-й этап трассы М12. Следить за безопасностью на автомагистрали будут аварийные комиссары. Вызвать их можно будет по номеру, указанному на экране. 24/7 на трассе будут дежурить 27 экипажей. Время реагирования 20 минут. Если где-то на трассе мы видим, или кто-то по сигналу звездочка 2323 сообщил, что машина стоит на обочине. И мы понимаем, что на обочине стоящая машина – это потенциальная авария. Сообщается сразу аварийному комиссару, аварийный комиссар подъезжает, выставляет ограждение сзади этой машины, сам становится сзади этой машины, и производит охрану, пока не подъедет необходимой службы. Новые сервисы вводят и в столице. В Казани заработает система «Монитор города». Платформа позволит контролировать уборку дорог и принимать заявку от жителей. Но даже при этом в столице все равно рискуют поскользнуться о проблему – нехватку рабочих рук. Сейчас, чтобы убрать казанские дворы, по нормативу нужны 6500 человек. Работают только 3200. Мы стараемся привлечь новые кадры на зимнее содержание с тех объектов, которые на зимний период замораживаются, то есть это строительство уличной дорожной сети, меньше требуется трудозатрат. Оттуда привлекаем дорожных рабочих, механизаторов, водителей автотранспорта. Но, к сожалению, уровень зарплаты не позволяет нам полностью обеспечить кадры на предприятиях, поэтому приходится работать посменно. Календарная и настоящая зима у дорожников республики еще впереди, а вместе с ней и проверка на прочность. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Возрождение Казанской духовной академии – одна из главных задач в развитии православия в Татарстане. Об этом заявили на 5-м форуме православной общественности республики. Он прошел сегодня с участием Рустама Минниханова. В этом году он приурочен к 300-летию Казанской духовной православной семинарии. На встречу приехали более 500 участников. Это делегации со всей республики, регионов России, федеральные политики, общественники, зарубежное духовенство. Участникам приветствия направил патриарх Кирилл. Как развивается православие в республике и какие еще задачи обозначили на форуме, узнал Дмитрий Аринин. Все посвященные сестры. Рассказать о своей работе, поделиться опытом на форум в Казань приехали сестры Милосердия из Зеленодольска. Женщины после работы занимаются благотворительностью. В пандемию помогали больным, сейчас участникам СВО и их семьям. Информационно очень много информации о благотворительности. Люди идут, люди знают. Свое приветствие участникам 5-го юбилейного форума православной общественности республики направил патриарх Кирилл. Россия переживает сегодня непростой период своей истории.
и все мы призваны являть сплоченность и созидательно трудиться на благо Отечества. Надеюсь, что настоящий форум будет способствовать успешному продолжению церковно-общественного и церковно-государственного диалога на татарстанской земле, станет важным вкладом в развитие богословского образования в нашей стране. На форуме подвели итоги работы за последние 4 года. Рустам Минниханов вручил госнаграды и поблагодарил митрополию республики, отметив роль православия в развитии патриотизма, традиционных и семейных ценностей. Государство и церковь в плодотворном взаимодействии, счастье и развитие социального служения, популяризация культуры, укрепление традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни, пропаганде патриотизма и гражданственности, профилактики радикализма и экстремизма. Особую важность сегодня приобрели совместные усилия по духовной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО. Как отметили, православие в Татарстане активно развивается. Верующим комфортно живется в республике. Работают 500 приходов. А за последние годы восстановили и построили 30 храмов. Наиболее знаковые события православной жизни республики представили на фотовыставке в фойе форума. Наша республика Татарстан является таким неким уголком рая в нашей стране, потому что она полна гармонии, взаимопонимания, и очень дружный народ живет в нашей республике, трудолюбивый, и Господь милостив к нам, ко всем, потому что Он дает нам возможность быть вот с такими руководителями, как Митимир Шарипович и Рустам Нургалиевич. Хочу отметить участие главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла в заседании группы стратегического видения России исламский мир в Жидде, посвященным перспективам сотрудничества нашей страны с мусульманскими странами. Федеральные гости и участники форума отметили: Татарстан – пример межнационального и межконфессионального мира и согласия. Мудрое решение и на протяжении такого количества лет формировать удивительно гармоничные отношения между двумя, даже и больше конфессиями, и все они находятся в мире и согласии. И поэтому за это отдельно всем здесь присутствующим, конечно, руководству республики отдельный поклон. Уверен, что и в этом году форум православной общественности Республики Татарстан будет способствовать сохранению межнационального межрелигиозного мира и согласия, а также дальнейшему развитию государственно-конфессиональных отношений как в Республике Татарстан, так и в целом в Российской Федерации. Всевышний создал человечество многообразным по своей мудрости, а значит, разность культур, менталитета и мировоззрения не может быть причиной раздора между народами. Каждого Всевышний одарил свободой и правом выбора, чтобы испытать нашу веру и богобоязненность. Форум этого года приурочен к 300-летию Казанской духовной православной семинарии. С этого года у нее будут дипломы государственного образца. Как отметили, теперь в приоритете возрождение Казанской духовной академии. И нужно, чтобы содержание и сила Казанской духовной школы соответствовало высокому званию академии. Сегодня на форуме митрополия республики заключил договор с Госархивом Татарстана. По нему документы православных учреждений будут архивироваться. Православные люди, они очень духовно богатые люди. Поэтому вот эту духовность мы хотим, чтобы она осталась в документах и передалась в архивы. В ближайшее время состоится и Всероссийский форум православной общественности. На него ждут и большую делегацию Татарстана. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани простились с государственным и общественным деятелем, первым управляющим делами президента Татарстана Николаем Козырем. Он скончался на 81-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли государственный советник республики Митимир Шаймиев, руководитель администрации Раиса Асгат Сафаров, министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин, родные и близкие. Николай Федорович в разные годы работал председателем Госкомитета Татарской АССР по материально-техническому снабжению, управляющим делами президента Татарстана, начальником контрольного управления. Около 10 лет трудился в системе МВД. В последние годы был советником министра внутренних дел. Похоронили Николая Козыря на мемориальном кладбище Казани. Во-первых, человек на редкость талантливый, умный, основательный.
он такой. Он таким не казался. Вот как природа ему одарила его с таким умом и содержанием, и отношение, и любовь к людям, ко всем нам. Этого человека нельзя было не уважать и не любить. Почему? Потому что он сам такой. Благодаря вот его личным качествам, огромному профессионализму его, удалось в республике создать эффективную систему обеспечения деятельности президента Татарстана. Он фактически являлся для многих вторым отцом, для его подчиненных, настоящим наставником. Проглотит ли казанская агломерация 54 миллиона квадратов жилья при ее потребностях в 2 раза меньше? Как скорректируют планы жилой застройки, чтобы остановить строительный хаос вокруг столицы? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии второй очереди распределительного центра «Озон». Он располагается на территории промышленного парка «Зеленодольск». Первый центр, одной из крупнейших российских торговых интернет-площадок, здесь же был открыт в 2021 году. И татарстанцы сразу почувствовали значительно возросшую скорость доставки. Кроме этого, заметно упростился и выход на маркетплейс татарстанских предпринимателей и самозанятых. Теперь на этой площадке 8 тысяч продавцов из Татарстана. С введением новых мощностей центр позволяет хранить и обрабатывать вдвое больше товаров. Рамиль Шайдуллин о новых возможностях для республики, бизнеса и покупателей. Ваши аплодисменты. Так же просто, как и вся интернет-торговля, одним нажатием кнопки открывается вторая очередь распределительного центра одного из крупнейших маркетплейсов. Теперь он будет вмещать 10 миллионов товаров. Темпы развития электронной торговли, они очень высокие. И это не только темп, это качество обслуживания клиентов нашей республики. Первую очередь лого-центр открыли в 2021 году как главный в Поволжье, но спустя 2 года его мощности перестало хватать даже в масштабах региона. Только из Зеленодольска покупателям ежедневно отправляется по 200 тысяч посылок в сутки. В пик эта цифра достигает 345 тысяч. С введением новых мощностей общая площадь хранения увеличивается еще вдвое. Татарстан как республика один из приоритетных регионов нашего присутствия, поэтому вот открытие второй очереди, которая физически уже, в общем, запущена, это для нас очень существенный фактор продолжения динамики, которая нас впечатляет, надеюсь, и вас тоже. Только за год татарстанских производителей на маркетплейсе стало больше на треть. Свои товары реализуют больше 8 тысяч самозанятых и предпринимателей. Это наши товаропроизводители, это самозанятые, это малый бизнес, у которых появляется шикарная возможность по реализации их товаров. Запустив вторую очередь, в компании уже готовятся к открытию третьей. Мы развиваемся дальше. На сегодняшний момент у нас активно идет строительство 5-го объекта, недалеко на этой площадке, который мы планируем уже сдать во втором квартале следующего года. Промышленный парк «Зеленодольск» – одна из перспективных инвестплощадок в масштабах страны. Находясь между 2 городов – Зеленодольском и Казанью, известна своей логистической доступностью. Поэтому именно здесь свои центры открывают как маркетплейсы, так и торговые сети. Рустам Минниханов осмотрел фабрику по производству мучных изделий и замороженных полуфабрикатов. Фабрика выпускает до 40 наименований продукции, поставляет их в школы, детсады, социальные учреждения и на предприятия республики. В ближайших планах вторая очередь производства. Фабрика рассчитана на 30 тонн в сутки. Сейчас мы работаем практически на 30-35%. С запуском уже, когда второй смены, соответственно, будем выходить на наши полные мощности. Так промышленный парк становится драйвером моногорода Зеленодольск. Сейчас здесь 25 компаний-резидентов. Они создали более 11 тысяч рабочих мест. Рамиль Шайдуллин, Алмаз-Яйдинов, ТНВ, Зеленодольский район. Выставка «Фантастик Пластик» впервые открылась в Нижнекамске. В город химиков в дополненном виде она приехала из Казани. В одной экспозиции собрали больше 100 творений российских и зарубежных дизайнеров.
Посмотрите, такие вот предметы, столы или же другие какие-то предметы мебели у них выглядят как будто бы из мрамора. Кофейный столик, настольная игра, оправы для очков, цветочные кашпо. Более 100 экспонатов и фотографий проектов, выполненных из вторичного пластика от российских и зарубежных дизайнеров и художников. Все это можно увидеть на выставке «Фантастик Пластик», которую Московский музей дизайна впервые представил в Нижнекамске. Россия сейчас тоже стала активно перерабатывать пластик, появилось очень много разных инициатив. И все это когда-то началось более 3 лет назад, когда мы вместе с формулой хороших дел Московский музей дизайна впервые представил проект «Фантастик Пластик». Впервые выставка прошла 3 года назад. За это время вторую жизнь пластика демонстрировали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Томске, Красноярске и других российских городах. Первую половину осени выставка принимала гостей в музее-заповеднике «Казанский Кремль». А теперь одна из самых масштабных экологических экспозиций открылась в дополненном виде в городе Химиков. Я никогда не видела такие яркие, интересные сумки. Выставка организована при поддержке программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Вход на экспозицию, а также участие в мероприятиях образовательной программы свободные для всех желающих. Компания Сибур придерживается концепции экономики замкнутого цикла, что подразумевает рациональное использование ресурсов, в том числе минимизация объема отходов, возобновляемое производство и данный подход компания использует в своей деятельности перманентно во всех географиях. Огромная благодарность компании «Сибур». Уже не первый раз, даже в мой небольшой срок работы, вы удивляете город своими творческими идеями. Какое значение имеет пластик для современности? Почему так важно его перерабатывать? И какая она, вторая жизнь пластика? Ответы на эти вопросы можно найти на выставке. Она продлится в Доме народного творчества до 14 января. Гран-при фестиваля рабочей молодежи «Наше время» «Безнең заман», переходящий кубок Раиса и 1 миллион рублей получила команда нижнекамского предприятия «Сибура». На гала-концерте нефтехимики выступили в номинациях «Музыка», «Минута славы» и «Хореография». На сцене творческий коллектив «Нижнекамск нефтехима». Хореографическая постановка в колхозе уводит зрителя в бескрайние поля. Передовики производства по выпуску синтетических каучуков и пластика еще ни разу не пропускали фестиваль «Безнең заман». Рабочая молодежь Нижнекамск нефтехима – обладатели еще самого первого гран-при фестиваля. Не может быть хорошего рабочего без творческой жилки, и не может быть хорошего артиста без трудоспособности, трудолюбивости. В команде и самые первые участники фестиваля – те, кто уже держал в руках кубок победителя, и те, кто мечтает стать первым. На целый месяц они забыли про сон, после работы бежали на репетиции, оттачивали движения и поддерживали друг друга. Даже если устал, но желание есть идти туда. Коллектив хороший. Это огромная возможность для того, чтобы показать себя и увидеть других участников. Воплотить в жизнь творческую мечту сотрудников не получилось бы без поддержки руководства. Поэтому руководители ведущих предприятий республики в этом году отметили в отдельной номинации «Мудрость и наставничество». Кубок лучших забрал и генеральный директор Нижнекамск нефтехима Марат Фаляхов. Марату Емеловичу Фаляхову! Отрадно отметить, что вот эту большую команду, которую мы привезли, 27 человек с нашего предприятия, что это в первую очередь профессиональная деятельность, такие представители как инженерной профессии, так и рабочей профессии. Ребята, которые могут совмещать с одной стороны такую суровую все же производственную деятельность, с другой стороны вот это вот желание развиваться творчески. Просто надо чем-то удивлять. На гала-концерте нефтехимики выступили во всех представленных номинациях: «Музыка», «Минута славы», «Хореография». Никого не оставил равнодушным номер «На рыбалке». Молодежь нижнекамского предприятия «Сибура» на финальном шоу заставила посмеяться Раиса Республики Татарстана и собрала все овации в зале. И забрала гран-при фестиваля. Наше благополучие, наша стабильность зависит от нашей экономики. Экономика – это человек труда. Когда у нас человек труда и производство работает, и культура, и здравоохранение, и образование, и социальная защита, все это работает. В этом году на сцену фестиваля вышли 1500 самодеятельных артистов рабочих профессий из 190 предприятий республики. Команда Нижнекамск нефтехима доказала свой уровень профессионализма как на производстве, так и на сцене. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. Потом трансляция хоккейного матча. Акбар сыграет против московского «Динамо». Болеем за наших. Здравствуйте, Исянмисис. В студии Наиль Дзихате. В Татарстане в предстоящие сутки будет снежно и холодно. Подробнее через пару секунд. Только до конца ноября Данил Мастер увеличивает скидку на изготовление любой корпусной мебели до 20%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Кукмаре и Балтаси облачно, местами пройдет снег, температура днем -5, ночью 10 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах такая же погода, пройдет снег, днем будет около -5, ночью около 10 градусов мороза. В Аксубаево, Мамадыше и Чистополе облачно, снег, днем немного теплее, до 3 градусов мороза, ночью около -10. В набережных Челнах, Агрызе и Сарманово будет облачно, и здесь пройдет снег. Днем -2, -3, ночью до -10 градусов. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево ожидается пасмурная погода. Местами снег, днем до 2 градусов мороза, ночью -10. В туристических городах нашей республики также установилась снежная и морозная погода. В Свияжске облачно, временами снег, температура днем -5, ночью -10 градусов. В Болгаре также пройдет снег, днем -5 градусов, ночью 10 градусов мороза. В Елабуге снег, днем чуть теплее, около 2 градусов со знаком минус, ночью 9 градусов ниже 0. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. В столице Татарстана ожидается облачная погода. Пройдет снег. В предстоящие сутки будет 5 градусов мороза днем и 10 градусов мороза ночью. Давление ниже нормы – 742 мм ртутного столба. Ветер северо-западный сильный, около 7 метров в секунду. Влажность 89%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Берегите свое здоровье. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. До встречи.